Все больше молодых людей выбирают профессию геолога. Главное этому подтверждение – Батоубинская экспедиция, где в последние годы появилось много молодежи. Это целенаправленная работа по омоложению персонала. Какие факторы этому способствовали, знает Тамара Бессмертная. В начале каждого года в Батоубинскую экспедицию приходят десятки писем со всех вузов России с просьбой взять на практику студентов или дать работу выпускникам. Столько обращений с вузов, со всех вузов страны, что мы начали перебирать. То есть мы ищем лучшие кадры. Во-первых, даем предпочтение тем молодым специалистам, которые были у нас на практике. Они уже едут с открытыми глазами и не сбегут там через 2 месяца. Сегодня мало кто возвращается в свои города, не выдержав условий полевой геологии. В 90-е ситуация была противоположной. В годы массового производства банковских работников и менеджеров набор студентов шел в основном из ЕГУ. Это был явный перекос. А чтобы предприятие хорошо функционировало, необходимы разные школы. Чтобы они опытом друг с другом делились тем. Ну, все равно школа есть школа. Они совершенно разные. Когда люди в одном кабинете с одного и того же вуза, они просто как бы мало развиваются. В отличие от предыдущих лет, сегодня штат экспедиции полностью укомплектован. Молодых берут на работу с перспективой занять места те, кто выходит на пенсию. В 2016 году это 5 специалистов. Мы каждый год берем хотя бы 5-8. В прошлом году было 8 молодых специалистов взяли, геологов, я говорю только про геологов. Так вообще всех этих 15 человек взяли. То есть и бурильщиков, там, и, в смысле, горных мастеров. Северная геология самая тяжелая. Жизнь в тайге сложна и физически, и психологически. Но нынешняя молодежь не боится трудностей. Поменялся менталитет, и это материал для анализа социологов. Главное, что геология годы спустя вновь становится привлекательной отраслью работы.